Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ирина Николаевна, и сегодня я очень рада общению с вами на уроке математики. Желаю вам чудесного, волшебного, невероятно позитивного дня. Пусть в каждом из вас кипит энергия, пусть все обстоятельства складываются удачно для вас. Пускай каждая мелочь приносит огромную удачу, радостных вам эмоций и блестящих успехов сегодня на уроке математики. Математику, друзья, не любить никак нельзя. Очень строгая наука, очень точная наука, интересная наука – это математика. Ребята, присаживайтесь, открывайте тетради, запишите число «Классная работа». Начнем мы наш урок с математической разминки. Телеурок. Я буду вам читать предложение. Если оно верно, вы ставите плюс. Если нет, минус. Готовы? Начинаем. Чтобы найти расстояние, надо скорость разделить на время. Скорость показывает, какое расстояние проходит объект за единицу времени. Чтобы найти время, надо расстояние разделить на скорость. Километр в час, метр в минуту, метр в секунду. Это измерение единицы расстояния? Чтобы узнать скорость, надо время умножить на расстояние. Расстояние измеряется в километрах, метрах. Если расстояние разделить на время, мы узнаем скорость. Пешеход движется со скоростью 50 км в час. Время движения объекта выражается в часах, минутах. Молодцы! А теперь послушайте задачу. Учительница проверяет 18 тетрадей в час. В первый день она проверяла тетради 3 часа, во второй 4 часа. Сколько всего тетрадей проверила учительница за 2 дня? Чтобы решить задачу, давайте подсчитаем, сколько всего учительница проверяла тетради. И умножим это число на количество тетрадей, проверяемых в час. Запишите выражение. Эту задачу можно решить другим способом. Можно сначала подсчитать, сколько учительница проверяла тетради в каждый из дней, а потом результаты сложить. Запишите выражение. Посмотрите внимательно на выражения, которые мы записали. Что вы можете сказать? Верно, выражения разные, а результат один и тот же. Какой можно сделать вывод? Как можно умножить число на сумму? Можно найти сумму и умножить число на результат. Или умножить число на каждое слагаемое, и результаты
сложить. Я уверена, что вы догадались, что тема нашего урока – умножение числа на сумму. Сегодня на уроке мы узнаем свойства умножения числа на сумму. Научимся применять свойства умножения числа на сумму при вычислениях. Сможем применить свои знания в жизни. Рассмотрим рисунок и равенства, записанные под ним. Как узнать, сколько всего овалов на рисунке разными способами? Первый способ. Узнаем, сколько всего вертикальных рядов с овалами. Мы видим, что красных вертикальных рядов 4, а зеленых вертикальных рядов 4 плюс 2 – 6. Всего 6 рядов. Также мы видим, что в каждом вертикальном ряду по 3 овала. Значит, по 3 надо взять 6 раз. 18 овалов получится. Второй способ. Сначала узнаем, сколько всего красных овалов и сколько всего зеленых овалов. Мы видим, что красных овалов в каждом вертикальном ряду по 3. И таких рядов всего 4. Значит, по 3 надо взять 4 раза. 12 количество красных овалов. Мы видим, что зеленых овалов в каждом ряду по 3. А таких рядов всего 2. Значит, нужно 3 взять 2 раза. 6. Столько зеленых овалов. Теперь найдем общую сумму овалов. 12 плюс 6 – 18. Сравним полученные значения. 18 равно 18. Значит, левые части этих равенств также равны. Число можно умножить на сумму чисел разными способами. Первый способ – найти сумму чисел и умножить число на полученный результат. Второй способ – умножить число на каждое слагаемое в отдельности и полученные произведения сложить. А теперь, ребятки, мы с вами отдохнем. Для начала мы с тобой крутим только головой. Вверх и в стороны прогнулись. От разминки раскраснелись и за парту снова сели. Потренируемся теперь в использовании правила умножения числа на сумму чисел. Октану и Акылай родители поручили покрасить забор на даче. Акылай и Октан справились с заданием. При этом Октан израсходовал 5 банок краски, а Акылай 4 таких же банки. Сколько килограммов краски дети израсходовали на покраску всего забора, если в каждой банке было по 3 килограмма краски?
Посчитать общую массу краски можно разными способами. Первый способ. Узнаем, сколько всего банок с краской израсходовали Октан и Акылай. 5 плюс 4 будет 9 банок краски. В каждой из них было по 3 килограмма краски. Чтобы узнать массу краски, которую израсходовали, надо 3 умножить на 9. Получится 27. То есть израсходовали 27 килограммов краски. Второй способ. Узнаем, сколько килограммов краски израсходовал каждый из детей, а затем сложим полученный результат. Октан израсходовал 5 банок краски по 3 килограмма. Значит, 3 умножаем на 5. Акылай израсходовала 4 банки по 3 килограмма. Значит, 3 умножаем на 4. Полученные произведения складываем. Общая масса равна 27 килограммам. Второй способ. Итак, разные способы вычисления привели нас к одинаковому результату. Значит, умножать число на сумму можно двумя способами. Первый способ – вычислить сумму и умножить на нее число. И второй способ – умножить число на каждое слагаемое и полученные произведения сложить. Сравните это правило умножения числа на сумму с правилом умножения суммы на число. Как видишь, умножение числа на сумму и суммы на число выполняется по одному и тому же правилу. Однако не следует путать правило умножения числа на сумму с правилом умножения числа на произведение. Решите удобным способом числовые выражения. Проверяем. 81, 72, 42. Молодцы! Справились с заданием. Время нашего урока подошло к концу. Давайте подведем итог. Сегодня на уроке мы узнали свойства умножения числа на сумму. Научились применять это свойство умножения числа на сумму при вычислениях и можем применить свои знания в жизни. Телеурок. Вот закончился урок. Подвели сейчас итог. Мы много вспомнили, друзья. Без этого никак нельзя. Правила мы повторили, на практике их применили. Задачи, находя решение, развивают мышление, память и внимание. Закрепляли знания. А теперь, внимание, домашнее задание. Научи друга умножать число на сумму разными способами. Оно не вызовет оно проблем. Решение ход известен всем. Урок закончен, друзья.
До скорого свидания. До новых встреч!